Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина и наши будни прошедшей недели. Начну с тех, о ком рассказывала ранее. О собаке с животом. Назвали ее там Линдой. Проходит обследование, насколько возможно, в клинике этого города. УЗИ на следующей неделе. Пока причины проблемы скопления 10 литров жидкости в животе врачи установить не могут. Приехали на анализы. Сейчас будем анализы сдавать, да, Линдуся? Ну, сердечко, да, немножко большеватое. А собака эта замечательная, благодарная людям за помощь и облегчение ей. Ее хвалят и передержка, и врачи. Друзья, может, кому приглянулась Линда, она очень хочет быть домашней. Мы бы вылечили ее и привезли вам, но ей нужен дом. Откликнитесь на нее, пожалуйста. Ну и на лечение нам по-прежнему и все равно нужна помощь. Помогайте Линде, пожалуйста. Ну а теперь о главном и насущном. Хочу напомнить, что у нас в стране или в Москве собаки не нужны никому и никакие. Ни маленькие, ни большие, ни породные, ни несчастные и благодарные. Никакие. Жить на передержках 10 лет, кто их будет оплачивать? Нет у нас бесплатных передержек, нет приюта. Но бесплатной передержкой может стать любой из вас. Вы только напишите мне и привезем, сколько скажете. Рыженький Дори и Ральфик приехали сдавать анализы на титры бешенства, чтобы получить сертификат, что мы не бешеные, чтобы все было у нас по закону. Каждый анализ стоит 6 тысяч, я надеюсь, не дороже, плюс 350 забор, плюс зоотакси. 10 собак на сегодняшний день. Это порядка 60 тысяч, скорее всего, ну плюс такси десятка. Вот чтобы сдать анализы 10 собачкам выйдет примерно 60-70 тысяч. Ну, может быть, по 5, если тысяч будет за опт, то тогда 50 плюс 10. Но это только 10 собак из 250. Вот так вот мы теперь живем. То ли корм покупать, то ли анализы сдавать. Выбирайте. Итак, по новым законам мы должны сдать анализы на титры бешенства всем собакам и получить сертификат. Иначе нам не жить. Вот, загрузили целую машину. Маленький, и ты тоже здесь красавчик черненький. И вы мои золотые, и Вольтик, и Ладушка, и Ральфик, солнышко. И вот мы, загрузив целую машину, там еще внизу есть... Да, стойте, стойте, никуда не рыпаться. Приехали в лабораторию, единственную, по-моему, в России единственную, да, и вы тоже здесь. Приехали сдавать анализы, стоим в очереди. Стоим в очереди, чтобы сдать анализы, вот. Вот. Вот она, эта лаборатория. Это, конечно, не для слабонервных. Всех собак погрузить, чтобы они поместились все в машину. Ну, все не поместились, всего 10 собак на сегодня. Завтра еще сколько поместится. Какой ты сказочный. Так и запишем. Сказки на ночь. Все, ой, так, все. Раль, нельзя так вести себя. Сейчас, все уже пусть. Что такое-то? Что, мой золотой, что? Что, мой хороший? Не нервничай. Овяточки на полчаса? Хорошо, все. Все, бабулка зажила. Мы идем обратно. Все. Все, взяли кровушку, анализ на титры. Это Симоночка у нас кровушку сдает. Нет, ну вот все-таки на всякий случай, чтобы мы знали, если сдан
анализ на этот чип, а вдруг его не станет там этого чипа, то что нам делать с этим сертификатом? А это Луночка и Игорь. Держите пока, держите. Ой, Луна, как ты разматерела, боже мой. Девочка, покажи мордочку. Луна, покажи. Ой, ты моя красная. Так, а Беглюша, дайте мне морду, покажите мне. Вот он какой, Беглюша. Беглюша с улицы, который попал в папаша. Хвостиком виляем. Совсем не страшно. Мы возьмем тебя и отпустим, ладно? Ну, очень адекватная девочка. Иди ко мне, мой хороший. Покажи мне свою морду красивую. Вон у тебя какой прикус. Ой, прикус у тебя, я балдею. Прикус вперед, нижний. Я так тебя люблю. Ты моя зайчик. Ой, зайчик ты моя. Это Луночка. Это самая лучшая собака в мире с шоколадным носом. С такими красивыми глазами необычного окраса. Вот с таким прикусом. Прикус у нас очень смешной. Вон какой прикус. Нижний прикус вперед. И она такой цвет обалденный. Из ППЖ ее доставала. Когда спасала. Так, друзья, вот мы сдали анализы. Первую партию из 10 собак вот в этой лаборатории. Единственной в Москве и, по-моему, в России. Так, попу подтяни. О, попочку твою. Они не хотят. Попочку. Это еле-еле запихали. Малышки. Так, малышки. Это, кстати, ваша переноска неправильная. Вот закрепить можете? Все, надо. Еле-еле затащили. Так. Еле-еле целая машина переноса. Целая машина переносок. И вот эти вот 3 гаврика. Ральф, Дори и Вольтик. Мы все приезжали сдавать анализы в лабораторию на титры бешенства. Вот, все, мы приехали, мы сдали. Мы вспотели с Романом от такого адского труда, потому что это неприподъемно. Если каждый тут этот 40, этот 20, очень-очень неприподъемный. Вот здесь они втроем составляют килограмм 80, поэтому одному клетку не поднять. Если по очереди вытаскивать, то можно риск потерять, риск, что они убегут, отстрессанут. Поэтому 10 собак сдали сегодня анализ на титры. Это только всего лишь 10 собак из 250. А что остальным, на что сдавать, этих мы наскребаем 1060. Вместо корма, видимо, будем теперь сдавать только анализы. Надо выбирать, или корм покупать, или анализы дорогие сдавать. Без этого никак. Друзья, ситуация патовая. Раньше с пристройством нам помогала Европа. Сейчас по новым законам нам не поможет Европа без анализа на бешенство. Это дорогой анализ, 5-6 тысяч за собаку. И я вам об этом рассказывала. Если сдать анализ, то хотя бы через 3 месяца у этих собак появится шанс. Если не сдавать, то пожизненно содержать их тоже не на что. Друзья, у меня не 50 собак и даже не 100. Здесь, в Москве и Питере, пристраивать получается в год только по 3-4 собаки. Значит, на моих собак уйдет 50 лет на пристройство. Вы понимаете, о чем я? Мои собаки настолько социализированы, они все хотят в семью. Они не хотят в вольер и на цепь, на промзону. Тоже не хотят. После прогулки они, чуть не плача, плетутся в этот вольер. Они хотят к человеку, оборачиваясь на человека. Мне надо их пристраивать быстрее, а значит, хоть умри, но анализы быть должны. Хоть голодай, но анализы сдай. Хотя бы 50 собакам. Вот что мы и делаем. Друзья, а еще хуже, скажу вам, что мы пошли на это в ущерб себе, в ущерб еде и своему желудку. Потому что обязаны их пристраивать, потому что потом будет еще хуже. И долгих 3 месяца мы должны выжидать. Мне очень тяжело все это осознавать, проживать, больше никого не спасать и делить небольшую, недостаточную сумму на все расходы, которые есть ежедневно. Лечение одних, операции других. Завтра 3 операции. И нет снова корма у 2 передержек. И есть много собак,
о которых забыли и которых бросили. Они тоже содержатся не бесплатно. И проблем нескончаемое множество. И не хватает на то, чтобы выжить и дождаться долгожданную семью. И собак вы не разбираете. И жить им бесплатно негде. И одна я без вас не справлюсь. И корм без вас не куплю. И семью не дождемся без анализов. И с передержками не помиримся. Проблем тьма. А решаются они только финансами. Выживем или нет? Помогите, друзья, выбрать продолжение жизни. Помогите им жить дальше. Помогите оплатить все, что поможет выжить и дождаться хэппи-энд.